Язэп Драстович, безусловно, уникальная фигура для белорусского искусства. Аналогов его творчеству, на мой взгляд, на сегодняшний день не существует. Этот художник родился в застенке Пуньки, нынешней Витебской области, и, в общем-то, вся его жизнедеятельность имела небольшой географический размах. Да, то есть он ездил в Вильню, он возвращался вот на свою Глубочину, на свою родину. Единственный раз, когда он очень далеко уезжал, это была армия, потом он вернулся обратно сюда, на белорусскую землю. Но размах его интересов был безграничен. Дело в том, что Язэп Дроздович получил первоначальное художественное образование в Виленской школе Трутнева. Эта школа предполагала подготовку и учителей, и иконописцев, и художников северо-западного края того времени. Но так получилось, что в начале 20 века, когда он оказался в Вильне, он оказался в белорусском окружении. То есть первое его увлечение, это было, конечно же, увлечение белорусской историей. Он очень активно принимал участие в работе «Нашей Нивы». В то время появляется вот такая новая газета, вокруг которого собираются и художники, и писатели, и, в общем-то, очень интересные люди, которые увлечены белорусской культурой, белорусской историей. И Язэп Дроздович становится одним из первых, кто начинает очень активно рассказывать нам о белорусском прошлом. И вот эта любовь к истории родного края впоследствии превращается у него и в литературные произведения, и в художественные произведения. Для него рассказать о Всеславе Чародее это было точно так же, как рассказать о своем современнике. Да? Он очень подробно о нем рассказывал. То есть вот это особое понимание истории прошлого с происходящим сейчас для Язэпа Дроздовича было невероятно интересно. Но это было не единственное увлечение. До сих пор мы не можем точно определить, кем был Язэп Дроздович. Да? То есть, получив художественное образование, этот человек увлекался и наукой, и литературой, и сам писал, то есть тоже был писателем, занимался этнографией, он очень много путешествовал по Беларуси, собирал песни, сотрудничая, ну вот, например, с Антоном Гриневичем, с известным музыковедом, то есть собирали белорусские песни, записывали вот такие альбомы. То есть это были действительно, ну вот как мы сейчас говорим, первая волна национального возрождения, да, то есть художники, которые стремились к тому, чтобы найти свое родное. Ведь очень часто мы говорим о том, что возвращение к своим корням – это, как правило, возвращение к своей истории. Но, наверное, на сегодняшний день Язэп Дроздович наиболее прославился именно своей научной деятельностью, которую на сегодня мы называем научной фантастикой. Дело в том, что одни из таких первых его увлечений были связаны с научной литературой. В 1931 году он издает книгу «Небесные беги», эпиграфом которой становятся слова его матери: «Иди в науку и узнаешь космические беги». И именно это его невероятно увлекает, он начинает изучать эту литературу, начинает изучать эту науку, и в его творчестве появляются и записи, и дневники, и книги, и произведения, посвященные вот этой космической тематике. То есть так исторически сложилось, что Язэп Дроздович сотрудничал одновременно с Белорусским музеем Ивана Луцкевича, и огромное количество материалов он приносил в этот музей. То есть он сам позаботился о том, чтобы его наследие сохранилось. И его записи, его книги, вот эти этнографические экспедиции, его размышления, его пророчества, он даже предсказывал будущее. Да, то есть он настолько был увлечен историей и происходящим в это время в мире, ну вот, безусловно, оказавшись реальным свидетелем Первой мировой войны, да, впоследствии Второй мировой войны, этот художник неоднократно подчеркивал идею того, что исключительно гуманизм, исключительно просвещение может изменить мир, избавить человечество от войны. И вот эту науку и просвещение он тоже понимал очень индивидуально. То есть сам себя художник считал исключительно реалистом, реалистическим мастером, документалистом, то есть очень подробно рассказывающим о всем том, что происходит. Но, безусловно, для нас сейчас это уже фантастические вещи. Мы это сравниваем с такими сюрреалистическими восприятиями мира, футуристическими восприятиями. Он считал себя,
что он обладает даром ясновидения, и вот именно в этих ясновидящих сомнамбулических снах он летал на другие планеты. И причем в своих дневниках он очень легко об этом пишет, что вот этой ночью совершил небольшое путешествие на Луну и подробно рассказывает, что он там видел. То есть, возвращаясь с этих путешествий, он зарисовывал эти объекты и потом уже начинал осознавать, изучать, исследовать, что же он там такое увидел. И удивительным образом сохранились даже такие объекты, на которые он, например, называет перроны и нечто некое. То есть так он не разгадал тот секрет, который увидел. Точно так же он подробно описывал жизнь на планете Сатурн, жизнь на планете Марс. Причем совершенно очевидно, что он изучал научную литературу, да, то есть в 30-е годы наука еще не знала о том, что космос необитаем. Считалось, что стоит всего лишь навсего долететь до других планет, и мы с вами познакомимся с лунидами, с сатурнянами, с марсианами. Это уже только в 60-е годы, после смерти Язепа Дроздовича, наука поняла, что космос необитаем, да, что там нет кислорода и, соответственно, жизни там тоже нет. Но в 30-е годы вот это увлечение небом, пространством для этого времени было очень характерно, поскольку в это время люди научились летать. Появились самолеты, да, то есть и, конечно же, вот это увлечение тем, что мы можем изучать и исследовать небо, изучать вот это пространство космическое. Ну и, конечно же, вспомните того же Циолковского, да, который тоже делает невероятные прорывы в науке, и это касалось, конечно же, и литературы, и научных исследований. Но вот в Беларуси был такой первый космонавт Язеп Дроздович, который не только посетил другие планеты, да, и не только открыл для нас эту жизнь на других планетах, но очень подробно о ней рассказал. Но, как я уже говорила, его творческое наследие оказалось в разных местах. Да, то есть первоначально все то, что он приносил в музей Ивана Луцкевича, хранилось там до 1944 года, а в 1944 году, после того, когда этот музей был расформирован, соответственно, часть коллекции оказалась в Академии наук, в Литовской академии наук, часть оказалась в нашей Академии наук, Белорусской академии наук, часть коллекции Язепа Дроздовича в историческом музее, часть в художественном музее. Ну и так вот случилось, что, например, живописные работы про Сатурн, да, хранятся в нашей коллекции, а сама книга «Жизнь на Сатурне» хранится в отделе редких книг Академии литовской, да, то есть, но вот нам удалось эти книги отсканировать, прочитать, и открылись невероятные подробности тех произведений, которые хранятся в нашем собрании. То есть оказалось, что все те объекты, которые мы видим на его картинах, которые нам кажутся абсолютно невероятными, да, нереальными и не кажущимися в принципе чем бы то ни было, для Язепа Дроздовича это конкретные объекты. Он очень подробно об этом описывает. Ну, например, светофор на планете Сатурн. Причем, рассказывая про Сатурн, он очень подробно рассказывает об этой планете. Это была его любимая планета, это планета с кольцами. Дело в том, что он считал, что некоторые из колец – это твердое пространство, твердая земля, на которой сатурняне строят всевозможные научные обсерватории, лаборатории, или, например, курорт на Сатурне тоже находится на кольцах Сатурна. И изображая то или иное место, он очень подробно это объясняет, да, то есть и изображает на картине либо знак планеты, либо знак вот этих колец. Ну и, например, его одна из известных работ, вот этот вот знак предупреждения на кольце Сатурна, оказывается, это светофор около курортных построек. То есть сатурняне, которые оказываются на курорте сатурнянском, оказываются в невероятной опасности, поскольку кольца – это была Земля с ограничением, и можно было в любой момент оказаться в открытом космосе, в пространстве. И, в общем-то, у него есть такие работы, которые изображают нам вот эти вот кольца Сатурна. И, соответственно, вот этот вот светофор с 12 черепами – это знак смерти, что если вы пройдете по этим тропам, то, соответственно, вы окажетесь в открытом космосе. Дело в том, что Язеп Дроздович, как я уже говорила, увидев какой бы то ни был объект, не сразу понимал даже его смысл и значение. И в его дневниках сохранились, в этих его описаниях жизни на других планетах сохранились, например, такие невероятные вещи, что, вернувшись с планеты Сатурн, я рассказываю своему другу, агроному Яну Подшопке, что я видел. Видел я очень странное сооружение, огромное красное здание, без окон, без дверей. Вначале я подумал, что это тюрьма,
сатурнянская тюрьма, что там, наверное, происходят какие-то пытки, да, какие-то невероятные вещи. Усилием воли, как он рассказывал в своих, ну, вот этих вот сомнамбулических снах, вот этих движениях, все он мог делать благодаря усилию воли. Он заглянул в единственное окошко в этом здании и увидел 1000 сатурнянских глаз, которые смотрели на него. И вот рассказывая это своему другу, друг ему говорит: так все понятно, это обсерватория на кольцах Сатурна. И вот они, значит, размышляя, рассуждая на эту тему, приходят к выводу, что Йозеп Дроздович видел астран, старинный, ну, такой телескоп без линз, который специально устраивали вот в таких вот подобных зданиях у нас здесь, на Земле, но в прежние времена, да, когда еще были не придуманы телескопы. То есть в этом смысле в его творчестве удивительным образом сочетаются те знания, которые он имел, с той фантазией, да, которая, ну, к нему как бы приходила, вот с теми невероятными объектами, которые он наблюдал в своих снах. Безусловно, вот подобное явление, на мой взгляд, прежде всего говорит о стремлении творческой личности к гармонизации мира. Да, то есть, понимая устройство жизни на планете Земля, да, он точно так же, зная какие-то характеристики, ну вот, например, считалось, что на Сатурне очень контрастный климат, да, что сатурняне зимой живут в пещерах, поскольку очень холодно на поверхности Сатурна, а летом, поскольку очень жарко, да, то есть они живут в таких специальных дачных поселках, вот о которых я уже говорила, либо этих вот курортных территориях. Нам известно несколько изображений Йозепом Дроздовича тех же сатурнян. В его книге «Жизнь на планете Сатурн» есть очень подробное описание того, как он встретился с сатурнянкой. Когда он ее увидел, это была невысокого роста девушка, которая смотрела на него, не боялась его, да, но он ей показался очень смешным, поскольку сатурняне не носят брюк. Всех сатурнян он изображал в таких длинных одеждах. И у сатурнян нет ушей, у них безбелковые вотши, как он это говорил, то есть огромные черные глаза. В общем-то, то представление о инопланетянах, которое существует уже сейчас, абсолютно давно устоявшийся образ в массовой культуре. Вот тогда, в 30-е годы, именно так Йозеп Дроздович описывал сатурнян. И они разговаривают не так, как глухонемые, например, вот на планете Земля, а при помощи визуального магнетизма. То есть вот эта радужная оболочка, она каким-то образом передавала ту иную информацию. И он говорит, и я тоже понимал ее, она тоже умудрилась со мной вступить вот в этот разговор. Наблюдая за этой жизнью на других планетах, он очень подробно рассказывает, есть в нашем музее древнебелорусской культуры в Академии наук сохранилось произведение, которое так и называется «Сатурняне встречают весну». То есть вот эти вот образы гуканья весны, которые происходили здесь, на Беларуси, у него они тоже по-своему появляются в жизни сатурнян. И, конечно же, это действительно очень интересные вещи. Что же касается, например, жизни на Марсе, в нашей коллекции есть единственное произведение живописное, посвященное марсианам. Это марсиане-каменотесы в мраморных пустынях на Марсе. Но есть также ряд пейзажей, посвященных Марсу. Его изображения городов, искусственных морей, каких-то сооружений, даже сфинкса на Марсе. Но это мы все выяснили тоже благодаря вот его этой рукописной книге «Жизнь на Марсе». На Марсе, например, считалось, что очень тяжелая атмосфера, и марсиане в основном похожи на 7-летних детей, то есть они невысокого роста, и вот это Йозеп Дроздович подробно описывает, у них нет шеи, то есть они вот такие кургузенькие, маленькие люди. Какие-то вот эти наблюдения за жизнью на Марсе превращались в какие-то портреты, да, в какие-то зарисовки этих объектов. Ну вот, например, Академия на Марсе, где он видел детей, которые бегают среди этой академии, потом он видел академика. Он считал, что на Марсе существует несколько типов людей, да, и, соответственно, там желто-бронзовая раса, ну как бы вот как на планете Земля, да, существует несколько рас. Точно так же и на Марсе он считал, что существует несколько типов людей. И, безусловно, очень много произведений, очень много его текстов также связано с жизнью на Луне. Да, то есть Луне он тоже посвятил не один из своих трактатов. Есть книга и в нашей Белорусской академии наук, вот в библиотеке Якуба Колоса в отделе рукописей и редких книг.
«Кто мы и где он эту книгу пишет в форме таких вопросов и ответов. Он задает нам вопросы, а почему, например, ну и как устроена жизнь на такой-то планете, и сам же на эти вопросы отвечает, да, то есть вот таким форме диалога. И мое знакомство с жизнью на Луне началось с небольших графических работ, которые имели с обратной стороны очень подробное описание того, что мы здесь видим, да, что вот эта гора Сигнал, что в этом кустарнике спрятаны луниды, химероиды, да, которые наблюдают за сходом льда с этой горы Сигнал. Да. Потом, например, небольшое такое произведение, где луниды и антропоиды прячутся и спасаются от воды, которая поднимается после тающего льда. Ну и впоследствии, когда я стала изучать, что вот это за такие явления, которые описываем Язеп Дроздович, оказывается, что ученые наблюдали сигналы с Луны. То есть время от времени там происходили какие-то вспышки. И вот Язеп Дроздович решил нам объяснить, почему происходят эти вспышки на планете, ну, на Луне. Соответственно, Солнце, которое светит на Луну, и там существуют такие горы из льда, и вот эти горы начинают таять, двигаться от солнечного света. И получается, что там наводнение происходит в один день, да, то есть лед тает, и все вот эти вот кратеры начинают заполняться водой. Отсюда вот это вот свечение, которое наблюдается с планеты Луна. Конечно, когда вот ты читаешь эти описания, там, цирк Платона или цирк Коперника, то есть вначале я думала, что это такие фантазии самого Язепа Дроздовича, что он сам придумывал названия тем или иным местам. Безусловно, это тоже существует, но оказывается, действительно есть карта Луны, на которой существуют вот эти вот объекты, так называемые и кратеры, и горы, и всевозможные моря и озера, которые он описывает. Но для Язепа Дроздовича, конечно же, планета Луна была обитаемой, да, то есть там живут луниды-антропоиды, луниды-химероиды, существует несколько городов, которые он очень подробно описал, причем он посещал эти планеты в разное время и говорил о том, что некоторые города заброшены, то есть они уже, ну, там уже жизни нет, да, там осталась только архитектура, какие-то здания, ну, вот как, например, город художников, Артополис, тоже есть такая картина, где он изображает этот заброшенный город, архитектура среди деревьев, да, то есть там уже людей нет. И есть, наоборот, очень активные города, как, например, город Трывеж, ну, который называется от 3 башен, 3 вежи по-белорусски. И этому городу, этому путешествию в этот город посвящен целый графический альбом Язепа Дроздовича «Жизнь на Луне», где он рассказывает вот об этом своем путешествии из города Ариаполя в город Трывеж на Луне. И описание Трывежа, например, его изображение, есть очень подробная карта, и на самом живописном полотне, да, то есть вот он изображает панораму города, а с обратной стороны изображает карту этого города, ее план, то есть что мы видим, где старый город, где новый. В его книгах, рукописных книгах, которые описывают жизнь на Луне, мы узнаем, что, оказывается, вот эти три башни, которые находятся около вокзала, да, в этом городе Трывеж, они это некрополис, то есть там останки людей. То есть он заглянул в эти башни и увидел, что одна из них более старая, другая такой средний, ну и новое захоронение. То есть это вот такие 3 как бы разные формы. И тоже есть очень подробное описание того, как вот он это посещал, смотрел, наблюдал. И, на мой взгляд, это, конечно, очень удивительное описание. Ну или, например, Пуща Заурыдия, которая находится между этими 2 городами, да. Ариаполис – это город ремесел, есть еще Артополис, да, то есть у каждого города вот эти названия, которые он придумывал, они тоже имели какую-то под собой основу. Что касается Пущи Заурыдии, где он встречал и верблюда-страусов, и непонятных ему ящеров, то есть и животных, да, вот в этой пуще, она называется от слова «заур», ну, то есть ящер, это латинское слово. И действительно, вот его тексты, которые описывают нам всевозможную жизнь в космосе, жизнь на других планетах, в них огромное количество вот этих латинских терминов. То есть это говорит о том, что Язеп Дроздович был невероятно эрудированным человеком. То есть он читал все последние открытия, все последние журналы, газеты, научные теории. Потому что вот уже в 21 веке один из исследователей Язепа Дроздовича
отправил его научную теорию в Москву, да, чтобы они рассказали, действительно ли могла ли быть такая вот научная теория в 30-е годы. Они говорят, что да, безусловно, на протяжении огромного количества веков люди постоянно придумывали вот эти теории того, как устроена Вселенная. Да? То есть человеческий разум, он действительно обладает такой способностью систематизировать. И вот Язеп Дроздович тоже, как ученый, систематизировал эти космические знания, которые он имел. И у него своя была гармония планет, вот эта дружба планет, которая была связана с эфиром, с антиэфиром. Да? То есть он придумывал, почему планеты вертятся, то есть от чего это все происходит. То есть он пытался найти всем непонятным явлениям какие-то объяснения. Ну и, безусловно, это все сопровождалось также и рисунками. Да? То есть он все это зарисовывал, рассказывал подробно, описывал, повторяю, параллельно изучая белорусскую этнографию, да, путешествия по городам. В те же 30-е годы он занимался маляванкой, это был его доход, да, то есть он создавал вот эти вот рукописные ковры. То есть этот художник никогда не оставлял художественную практику, да, и еще он занимался педагогической практикой, то есть неоднократно рассказывают, даже сохранились эти воспоминания людей, которые встречались с дядькой Язепом, который им рассказывал про космос. Конечно, для деревенских жителей, которые даже не знали, почему день сменяется на ночь, да, и что действительно Земля крутится вокруг Солнца, поскольку в 30-е годы еще половина населения была безграмотным, они даже не умела читать. Да, и представьте себе, приходит человек, который начинает рассказывать вот об этой жизни Вселенной, да, о том, что она устроена по каким-то законам, по каким-то правилам, ну, по тем, которые были ему ведомы и известны. И отсюда вот эта вот такая назидательность в его записях, да, что вот я вам объясняю, рассказываю. Причем, повторяю, поскольку он считал себя с человеком с особым даром, он также предсказывал и будущее. То есть у него есть рассказ и описание о том, как человек полетел на Луну, что, в общем-то, и осуществилось, но понятно, что уже намного позже, после смерти Язепа Дроздовича, придумывал вот эту ракету, которая способна преодолеть земное притяжение, да, и полететь в космос. И причем она действительно во многом похожа на ту ракету, которая впоследствии была придумана, вот эти скафандры. И также у него есть живописное полотно, где мы видим пионеров Земли, то есть вот этих первых людей, которые прилетели на Луну и, соответственно, знакомятся, да, с пейзажем, лунным пейзажем, где мы видим все ту же гору Сигнал, да, то есть вот эти мотивы, они как бы повторялись, то есть это были действительно серии работ. То есть одно и то же место он изображал с разных сторон, с разных видов, чтобы нам как можно подробнее объяснить. И неоднократно в своих записях он говорил о том, что ну посмотрите, вам стоит только туда долететь, и вы увидите, что именно таким образом устроена вся эта жизнь. То есть он искренне верил в то, что его знания, его представления об этом мире очень помогут человечеству, да, для того, чтобы действительно его изменить. Ну и чтобы найти какой-то вот этот контакт с другими планетами. И, повторяю, вот эта идея просвещения для него была невероятно важна. Приходя в ту же деревню, он это рассказывал, показывал, объяснял при помощи свечи, при помощи капусты или какого-то круглого объекта. Он рассказывал, как устроен мир. Да? И, конечно, для и детей, и жителей это были невероятные фантастические истории. Да? То есть это были невероятные рассказы. И, конечно, его воспринимали очень, ну, как такого чудаковатого человека. Но, повторяю, он никогда не изменял себе, да, то есть всегда был верен вот этой идее науки, идее просвещения, идее того, что необходимо рассказывать и о прошлом, и о будущем, и о настоящем, благодаря чему, в общем-то, человечество и способно изменить мир, и способно сделать его прекрасным. Несмотря на то, что, конечно, в этом не было реальной науки, да, в этом не было, ну, какой-то реальной жизни, но, на мой взгляд, это яркий пример вот этой гуманистической, просветительской функции искусства, да, и способности искусства создавать вот эти параллельные миры. Ну, мы это знаем, огромное количество примеров, да, то есть начиная с
ну, вот, 20 века, вот эти идеи футуристические о том, что мы создаем новые города, да, что мы создаем новые миры, и мы способны изменить мир, в котором мы живем, конечно, были связаны с тем ужасом, который видели люди в начале 20 века. Да, то есть это вот было, конечно, на контрасте и Первой мировой войны, и Второй мировой войны, да, надежда на то, что, в общем-то, в человеке больше добра, чем зла, и это добро должно победить. И для Язепа Дроздовича это тоже была одна из важных идей, одна из главных идей его вселенной, да, его мира, в котором все устроено по определенным правилам, законам, и где все живут в мире, да, ну, и вот этой гармонии. Отсюда вот эти подробные рассказы о том, что да, жизнь может быть другой, но мы должны очень толерантно относиться и уважать все его проявления, все ее формы, какие бы они ни были, ну, вот, на нашей планете или на других планетах. Дело в том, что, безусловно, подобные творческие личности встречаются в искусстве, да, и мы знаем подобные примеры, когда художник увлекается и литературой, да, увлекается и музыкой, и поэзией, и действительно находит для себя огромное количество форм проявления своей творческой натуры. Но для меня Язеп Дроздович, на мой взгляд, именно тот художник, которого можно бесконечное количество раз обращаться и находить что-то новое. Да? То есть не случайно мы говорим о том, что из его творчества можно было бы сделать национальный бренд. То есть из его творчества можно было бы снимать фантастические блокбастеры, создавать компьютерные игры. И даже говоря вот о музее Язепа Дроздовича, да, это мог бы быть музей в виде той же ракеты, то есть вот этого понимания и осознания мира, как действительно способности его изучать, изменять и преображать. Да, то есть, на мой взгляд, это действительно личность, которой еще неоднократно исследователи будут обращаться, изучать и удивляться тому, что он сделал в те же 30-е годы, когда еще в Беларуси не существовало ни телевидения, да, то есть, ну, когда действительно, в общем-то, как я уже говорила, половина населения была еще безграмотным, да, то есть, но этот человек опередил свое время, да, он взглянул на возможности творческой личности совсем по-другому, да, то есть вот это умение перемещаться в пространстве, как и в прошлое, как и в будущее, как и в настоящее, понимать смысл этого, для чего это делается, мне кажется, неоднократно будет ярким примером и для других поколений.